Борис Иванович стоял у истоков Сыктывкарского университета, принимал первых студентов. Многие из них сегодня занимают высокие государственные посты, достигли высоких достижений в научной деятельности. Я предоставляю слово заместителю председателя Государственного совета Республики Коми Валентину Васильевичу Жилину. Дорогие друзья, по существу все коллеги, я от имени Государственного совета Республики Коми и от всего депутатского корпуса приношу в первую очередь соболезнования вам, Нина Борисовна, вашим членам семьи, родственникам, ну и по существу всем нам, коллегам в разные годы, уважаемого Бориса Яновича. В том, что сегодня вы, Борис Янович, с нами по существу прощаетесь, наверное, в некоторой степени есть наша вина, потому что мне кажется, что в последнее время вам не хватало общения с нами, а вы этого очень хотели, поэтому сразу хочу от всех нас, я думаю, попросить прощения за то, что мы могли, общаясь с вами, и сами получить большего. И, наверное, вам выразить ту благодарность, которую вот все, кто в этом зале, а еще, может быть, больше тех, кто и не смог сегодня прийти, дали вы. В этой связи я хочу сказать, что и Надежда Борисовна Дорофеева, которая сегодня возглавляет Государственный совет, вообще является непосредственно выпускницей кафедры, на которой с 1973 года по существу вы не только работали, вы руководили этой кафедрой. И я, наверное, могла бы очень многое говорить, так как практически до последнего дня, вот Нина Борисовна знает, что была с ним практически на связи. Мы общались, ну, если не еженедельно, то ежемесячно. Это действительно было так. И Борис Иванович всегда мог и подсказать что-то, и Наталья Алексеевна правильно сказала, где-то подправить, подсказать. И ему очень хотелось, чтобы мы прислушивались к этому. А право такое у него было, это, я думаю, никто оспаривать не будет. Сложилось в моей судьбе таким образом, что последние 16 лет, которые я проработала в университете, заведовала кафедрой кафедрой государственного регионального управления. И на этой кафедре практически до последнего дня работала Валентина Александровна. И вот в течение особенно вот этих последних лет, когда и Борис Янович был очень частым гостем на кафедре, какие слова благодарности высказывали все, кто был причастен к созданию Сыктывкарского государственного университета, к его становлению и развитию, переходя на нашу кафедру, и лично Борису Яновичу. И Валентина Александровна всегда говорила, не создали бы мы вот университет таким, каким он стал, если бы не команда и в первую очередь первый проректор Сыктывкарского государственного университета Борис Янович Брач. И это он, как она говорила, брал на себя очень большую часть всей работы, которая возникала и по формированию коллектива университета. И многие здесь, кто сегодня приехали в этот город, потому что получили личное приглашение и гарантии не только Валентины Александровны, а выпускника Ленинградского государственного университета
кандидата наук, который был сформирован именно в Ленинградском государственном университете, Бориса Ивановича Брача. И, наверное, могу поделиться с вами таким фактом, что Валентина Александровна, вот особенно в 90-е годы, когда университет переживал сложные, очень сложные годы своего по существу выживания, себя даже где-то корила за то, что в свое время очень нагружала Бориса Яновича вопросами развития университета, его новой роли, вот особенно в 80-е годы, когда мы уже в полной мере о себе заявили, что Сыктывкарский государственный университет – это центр науки, культуры, образования Республики Коми, бравший на себя очень многие социальные проблемы в регионе, которые решались и с помощью коллектива высококвалифицированных преподавателей, сотрудников университета и его студентов. И вот в этой очень сложной работе она сказала, что не могла позволить такую роскошь Борису Яновичу, как доведение своей докторской диссертации, которая давным-давно была уже по существу и выстрадана, написана, но нужно было время, чтобы ездить в Ленинград тогда, советы представлять, а у него на первом месте было что? Это университет. И вот защита докторской диссертации, наверное, Нина Борисовна здесь со мной согласится, она все время отодвигалась. А для нас, мне кажется, вот кто в этом зале, даже сомнения не было в том, кто же возглавит Сыктывкарский университет после того, как Валентина Александровна в силу закона о возрасте, который до сих пор, кстати говоря, и действует, должна будет в какой-то момент передать Сыктывкарский университет своему достойному преемнику. И в том, что это будет Борис Иванович, мы не сомневались. А случилось так, что он не успел защитить докторскую диссертацию. Вот здесь, наверное, все наши с кафедры химии подтвердят это. Ну и когда произошла смена в 1987 году ректора, он не мог по тем очень жестким и, наверное, справедливым требованиям, что самый главный вуз республики должен возглавлять доктор наук, он не смог претендовать на должность ректора. Ну и я, не умаляя никакого значения в истории университета всех ректоров, все-таки с болью говорю о том, что могла быть другой, может быть, судьбой, еще более динамично развивающийся был бы Сыктывкарский университет, если бы в 1987 году Борис Янович возглавил Сыктывкарский государственный университет. И, конечно, он тоже это понимал, но, мне кажется, никогда с его стороны как бы мы жалели, ну, так сложилась его судьба. И вот то, что он всегда переживал за университет, это боль была, это было действительно так. Но я думаю, что он и в последующие годы очень много сделал и для того, чтобы развивалась и кафедра. И еще один такой момент хочу сказать, что сегодня мы говорим о том, что должно развиваться творчество наших детей, научно-техническое, студенты заниматься научной работой. А ведь какой вклад Борис Янович внес во всю систему развития научно-исследовательской работы студентов и научно-технического творчества молодежи. Потому что с первого дня создания в республике Совета по НИРС, он его возглавлял, входил в Северо-Западный совет, подтягивал все вузы республики, и мы все занимались этой работой. А сегодня только пытаемся
создать ее и на уровне каждого вуза, на уровне республики, страны в целом. Поэтому мы еще действительно должны осознать и представить в полной мере тот вклад, который вы, уважаемый, дорогой наш учитель, внесли в развитие системы профессионального, высшего профессионального образования в Республике Коми. И я хочу дать вам слово, что мы обязательно все, что вы нам завещали, выполним и не дадим снизить планку системы образования в Республике Коми. Простите еще раз нас за то, что не все смогли реализовать, но мы постараемся все это сделать. И после того, как вы будете сверху за нами смотреть, и я очень надеюсь, что мы не дадим вам повода для того, чтобы вы были в какой-то мере недовольны системой, которая в Сыктывкарском государственном университете будет развиваться. Спасибо вам.